Владимир Дормидонтов – блогер, вайнер, хомусист, импровизатор. Стал популярен в 2020 году благодаря шуточным видео о типах людей на карантине и до сих пор держится на первом месте в топе блогеров Якутии. Учился в знаменитой «Щепке», сейчас продолжает учебу в Высшей школе кино и телевидения Останкино. 16 марта вышел в прокат фильм Ларри Яковлева «Почти как все», где Владимир сыграл свою первую главную роль. Привет, Владимир! 16 марта в якутских кинотеатрах стартовал новый фильм Ларри Яковлева «Почти как все», где ты сыграл главную роль. Я читала, что ты с детства мечтал увидеть себя на большом экране. Каково это? Ну, первое, что приходит в голову, конечно же, это волнительно, очень волнительно. А второе, что приходит, типа, yes, я это сделал, это получилось. Ну, потому что я с детства очень хотел попасть именно в большое кино. Но это было для меня, скорее всего, мечтой, а не целью, как я писал. Насколько было сложно вжиться в роль Димы Потапова, тем более есть настоящий прототип, да? Ты играешь человека с ограниченными возможностями. Ну, если честно, то у меня есть близкий человек, у которого ограниченные возможности. И я с детства всегда наблюдал, ухаживал и был вместе, поэтому для меня было это больше вызовом, нежели чем каким-то там шокирующим или сложной работой. Ну, как говорит режиссер, говорит, справился неплохо, и да, и зрители пишут то, что более-менее органично получилось. У меня театральное же образование. Я учился в Высшем театральном училище имени Щепкина в Москве, и поэтому когда терялся, когда для меня было немножко сложно, я просто брал свою тетрадку, свои конспекты, открывал, и по алгоритму актеров я, как инструкция пользовался, и все. Сам Дима Потапов что сказал после фильма? И вообще, как с ним работали во время съемок? С Димой мы работали прям очень тесно, помню. Я сразу сказал, я хочу именно познакомиться поближе с персонажем, с прототипом, да, и для того, чтобы сделать грамотно все, я попросил, чтобы я много времени проводил с Димой. И мы каждый день в течение месяца, даже 1,5, по-моему, мы очень тесно сотрудничали. Он мне рассказывал свои прям очень такие личные, откровенные истории, да, для того, чтобы я изучил его мировоззрение, ощущения, существование, да, именно предлагаемые его обстоятельства. Мы постоянно туда-сюда ходили, в всякие торговые центры, в кино мы ходили, чтобы я мог именно прочувствовать именно его, как он именно реагирует на все, что происходит вокруг. И, пользуясь случаем, кстати, хочу сказать большое спасибо Диме Потапову за то, что он мне помог именно создать вот эту вот роль. Что ты понял, тусуясь с Димой, да, возможно ли комфортная жизнь в Якутске для людей с ограниченными возможностями? Ой, прям такой вопрос. Не хочу никого обидеть, конечно, но у нас есть определенные, конечно же, проблемы для существования именно людей с ограниченными возможностями, чтобы им было комфортно. Конечно же, не хватает пандусов, не хватает именно ремонта на дорогах, да, на асфальтах, да. Есть куда стремиться, мне кажется. Вот это я понял. А именно со стороны психологии, как-то именно человеческих факторов я много чего осознал на самом-то деле. А Димы что в твоем персонаже? Мне кажется, вот именно его моторика, взгляд, тон голоса даже. Вот, кстати, для меня было самое главное похвалой именно после пресс-показа. Ко мне подходили друзья Димы и говорили, когда мы закрываем глаза, смотрим на фильм, то мы слышим голос Димы. Для меня это был просто... И это не один такой отзыв был. Все друзья подходили и говорили, я смотрю на мимику, и я узнаю Диму. Это реально Дима, говорили. И для меня это высшая похвала от друзей Димы. Но это, еще раз повторюсь, что это заслуга не только моя, но и Димы. Потому что он меня поддерживал, он мне рассказывал те вещи, которые не каждый расскажет незнакомый человек. После общения с Димой ты вмешивался в сценарий? Да, сразу наш режиссер Ларри Яковлев, он обозначил то, что во время процесса, во время съемок, сразу, я готов к сотрудничеству, я готов и открыт к идеям актеров, да, и я много чего придумал, шутки, я же юморист по жизни, и я придумал шутки некоторые, которые прям понравились тоже зрителю. Какие?
Ну, вот, например, внутренние шутки. Ну, интересно, можно сказать или нет? Про Сильвия Биркихе. Да, да, вот это, Да. да, вот это есть. Ну, типа, указал пальцем, вот это вот есть. Ну, там много чего по мелочи. И именно в плане диалогов тоже очень много всего описал. Мы сидим в машине, этот большой диалог мы писали вместе с Аиной. Потому что вот Ларри приходил и говорит, ну ты же уже понял все. И он хотел, чтобы была органика именно по актерскому мастерству. И он просил, что бы ты хотел бы сказать? Или же что бы хотел бы Дима сказать, по твоему мнению? Вот, например, у тебя есть определенный костяк диалога, и вот тебе диалог, фантазируй и говори, что хочешь. Вот многие отмечают именно в актерской игре, не только мою, именно, а моих коллег по кадру, они отмечают именно органическую игру, которая, ну, многие же привыкли то, что якутское кино, оно какое-то своеобразное, именно оно очень яркое, какое-то немножко такое размашистое, да, игра, а мы хотели именно тонкую психологическую игру показать, именно в плане психологизма. Мы хотели подать именно в нашей игре, мы договорились с актерами, то, что мы не будем переигрывать, мы не будем слишком, ну, чтобы человек именно погрузился именно в эту атмосферу, и мы добивались того эффекта, чтобы они именно проживали эмоции, не только вслушивались в диалог, а именно проживали эмоции вместе с нами. Ну, действительно, была химия между вами. Кого из своих партнеров ты бы особенно отметил? Да, мне кажется, всех. Потому что каждый выкладывался как мог. Я бы еще ответил бы именно команду техническую. Вот световики, операторы. Я расскажу, прикольный случай был. Мы работали, у нас смена начиналась с 7 утра. У нас грим в 8, костюмер, ну, в 8:30, и в 9 у нас мотор. Ну, типа с 9 начинаем мотор, и до 4 утра, до 5 утра. И получается, чтобы, ну, нормальный сон, человек, где мы лежим на кровати и спим, то нам давалось только 2 часа. И в процессе мы в перерывах только спали именно долями. И вот. А я жил тогда именно в комнате Димы, персонажа. Мы сняли огромную квартиру, где проходили съемки в павильон, ну, как павильон, да, бытовой павильон. И я спал на кровати Димы, персонажа. И вот, я сплю. Где-то 6 утра. Мы закончили в 4:30, 4:30 утра где-то, наверное. Я сплю в 6 утра, и я чувствую, я сплю, и я чувствую, что кто-то дышит, реально. И я такой, что за... Открываю глаза, а там стоит вот оператор передо мной, перед моим лицом. Сзади стоит Илларион Яковлев, наш режиссер, и говорит, да, вот так вот сделаем. И уходят. Ну, до такой степени ребята были фанатиками своего дела. И именно поэтому, мне кажется, вот не только же актерская игра решает это все, а именно цветовое оформление, цветокоррекция. Я прям умолял ребят, пожалуйста, при монтаже, пожалуйста, сделайте прям картинку такую, чтобы люди смотрели и думали, это Якутск или не Якутск. Вот, вы как зритель, наверное, прочувствовали, наверное, да, цветокоррекция там нетипичная для якутского кино. Но это все работа огромной команды, это как мозаика. Если вот убрать кого-то из нас, да, то фильм бы не получился бы именно с такой именно магией, с такой атмосферой, поэтому, я отмечу всех, прям всю команду. Во времена пандемии ты прям ворвался в медиапространство. Уже прошло 3 года. Насколько ты изменился? Ну, конечно, я изменился. Изменилось мой уровень жизни, я это не скрываю. Изменились мои доходы. Изменилась именно моя узнаваемость, медийность. Я вот, например, на самом-то деле как артист, я же развивался очень долго. Я с 12 лет играю на хамусе, выступаю на концертах, на разных международных конкурсах. Но вот именно большое внимание ко мне пришло после Вайнов. Короткометражный фильм «Мой убийца». И после моего блогинга. И, конечно, это меня изменило. Просто я взрослею. Вот именно пришел момент, когда вот именно блогинг ко мне попался во времена, когда человек формирует свою личность. Типа с 23 лет, да, и дальше.
Я взрослею вместе с ними на глазах у всех. Ежедневно мои зрители смотрят, и мне кажется, даже они больше скажут, в чем я изменился. Но мне кажется, я стал спокойнее более. Я стал более как-то собраннее, спокойнее, ответственнее. Такое большое внимание к тебе ежедневное, оно учит тебя к ответственности, мне кажется. Потому что я ответственен за все 200 тысяч человек, которые меня смотрят ежедневно. А чего ты не сделаешь перед твоими подписчиками? Я никогда не буду именно призывать их к чему-то, мне кажется, к чему-то негативному. Я никогда не буду подставлять их 100%. Вот, например, у нас есть такое явление в блогерском мире, как вот, интернет-мошенничество, да, что некоторые вот именно инфлюенсеры, блогеры, они позволяют себе перегнать трафик своих зрителей, внимание зрителей на какие-то сомнительные там казино, там сайты, каперов, да. Я постоянно об этом рассказываю в своем блоге. Вот. Мои подписчики знают, о чем я говорю. И я никогда не буду именно показывать какую-то именно негативную сторону, скорее всего. Вот, например, если в моей жизни что-то будет прям, не дай бог, конечно, прям такое какое-то негативное, сильно, я не буду их рассказывать, потому что, я забочусь. Это же все мои друзья, все вот эти люди. Они мне доверяют, я им доверяю. А вообще, как дела у Шкандалины, у Литы У Ивановны, моего любимого Толика? Да, они поживают, можно сказать. В Хадане. Да, в Хадане, в Сунтар. Я хотел снять спецвыпуск, именно всех персонажей собрать, чтобы сделать сюрприз в честь премьеры, да, фильма. Но пока сейчас вот ежедневная именно работа пиар-компании этого фильма не позволяет именно по времени. Но я обещаю, что я обязательно все сниму, видят. Многие соскучились. Очень. Давно их не было. Ну да, очень давно. Это эффект такой, чтобы люди отдохнули, наверное, чтобы они не теряли актуальность. Я же расту, я взрослею, я уже как личность в блоге. Я вот раньше был вайнером, но сейчас уже меня смотрят именно из-за моей личности. И они видят мое развитие. Вот, например, мои подписчики, с которыми мы же вместе с ними начинали вот именно снимать на старенький Samsung эти вайны. И сейчас мы уже с ними встречаемся на премьере на большом экране по кино. И мне кажется, это очень интересно. Но я вайны сниму обязательно. Я начал играть с 11 лет, и в 11,5, наверное, я уже стал послом детского хомуса. Помните, в 2011 году был международный конгресс хомуса, где выбирали виртуозов, и я там был единственным ребенком, который наравне с виртуозами мира играл на театре оперы и балета. Вот, и мне тогда дали большую честь стать послом именно детского хомуса, и благодаря вот хомусу я очень много стран объездил. Самая дальняя — это Республика Колумбия. Мне тогда было 13 лет, и я собрал стадион. А потом я переехал в Якутск в 18 лет. И с 18 лет я стабильно пытался работать как артист. Но я был, мне кажется, об моей музыке знали широко в узких кругах. Вот. А именно такой большой охват я получил, конечно же, после именно блогинга. Вот. Сейчас уже новая станция, да, новая кино. станция. Мы увидели, как ты потрясающе поешь. У меня 2 песни только было. И они в свое время были хитами. Но я долго не писал музыку. Я не знаю, я к этому еще, может быть, не готов, наверное. Я вот всегда, я доверяю именно своей интуиции, чуйке. Вот когда я прочувствую, когда я готов, да, я это сделаю, то это придет. Потому что моя жизнь, она менялась кардинально раз 5, наверное. Вот только-только я начинаю думать, вот сейчас, вот я нашел себя, это я. А потом, за последние 5 лет. Да, потом все так кардинально меняется, то, что просто... Вот, например, если бы 3 года назад бы мне сказали бы, ты станешь блогером с самой большой аудиторией в Якутии, ты будешь сниматься в фильмах, я бы не поверил, я бы сказал, вы что, с ума сошли? Вот. Поэтому, если я буду готов именно как музыкант,
выходить на сцену, если у меня будет хороший репертуар, то я обязательно это сделаю. Ты блогер №1 в Якутии, да? У тебя больше всего подписчиков, охваты самые большие. А не хочется выйти на следующий уровень, на Россию? На Россию. Уже вот, на русском. тоже вот про это. Если я прочувствую... Вот, например, у меня попыток было 3. 3 видео, которые я специально снял для русской аудитории. Я выкладывал на интернет-платформу, небезызвестную. И там вот я снимал про китайца, которые в столичных рынках, которые наши обожаемые продавцы. Я выкладывал 3 видео специально для этого. И каждое видео собрало по 5 миллионов просмотров. И там по 1,5 миллиона лайков. И я считаю, то, что все равно потенциал есть. Ela zimana plikhadila, ela palada, чёплая одежда покупала. Ela подлука плевера, это уминана классная, тебе на дубленка езя, ожина классная дубленка кашемира. Мне кажется, почему давно не выходили видосы, потому что нет такого, ну, этого настроения именно что-то создавать, именно в плане с этими персонажами. А вот когда вот, у меня новые персонажи появились, гадалка тоже, который тоже бьет рекорды по просмотрам, там по 300 тысяч просмотров набирает. А это было снято из-за вдохновения, не из-за того, что, блин, надо что-то снять, что-то придумать новое, не из-за мозгового штурма, а именно это... Также появилась и Шкандалина, когда я такой включил маску и просто начал всякую ересь говорить, потом смонтировал и выложил, и сразу прям пуф, разлетелась, и народ ее очень сильно полюбил. Также получилось и с гадалкой. Я просто сидел и прикалывался в прямом эфире, просто там, ой, смешно, смешно, а потом все начали писать, давай, сделай персонажа, сделай из нее персонажа. И я сделал, и первый видос выложил, и 300 тысяч просмотров. Говорю, о, круто, народу нравится, надо снимать дальше. Что можно сделать? И потом уже все так вот завертелось. Обычно у меня съемки Вайна занимают максимум 15 минут. Я сценарий никогда не пишу принципиально. Человек интуитивно чувствует, когда идет именно от сердца. Постоянно спрашивает, в чем секрет типа, успеха этих персонажей. А успех в том, что когда ты на кураже, вот это все, когда это настроение, когда ты заряжаешь своего персонажа именно этим настроением, именно таким, именно, знаешь, вкусным таким, хочется там немножко пошалить, да, и вот это и чувствует человек. Вот. И это даже когда ты ведешь тоже сторис, когда ты делишься именно впечатлениями, вот человек чувствует, когда искренне, неискренно. Вот, например, если бы я бы сидел бы целый день бы писал с командой там шутки, мы бы редактировали бы это, монтажир свет поставили бы, это поставили. Но это было бы, конечно, круто, классно, красиво, с красивой картинкой, с грамотной по драматургии, грубо говоря, да, по сценарию. Но это бы такое, именно оно бы не цепляло бы, мне кажется. Весь блогинг, это же в любом случае драматургия, да, все равно где-то хайпануть, где-то потише быть, где-то... Ну да, промолчать или высказать, что-нибудь такое. Ну, хайп, в плане хайпа мы мало проектов делали именно, чтобы как-то собрать лишнее внимание, да, которое недостойно. У меня был только один осознанный хайп, и то это было зимой. Я попросил свою аудиторию, я сказал, блин, ребят, что-то скучно, давайте попробуем хайпануть. Просто репостите следующий сторис, а там было написано, что в сторис Дормидонтова. Нет, да. Вы видели сторис Дормидонтова? Я в шоке. Да. И все. Я попросил, давайте выложить, давайте пранканем всю республику. Они такие, ой, давай. И начали репостить все мои подписчики. И я закрыл страницу, и мы сидели, я говорю, типа, ребят, смотрите, сколько вот подписчиков пришло. А там за пару часов где-то 1015 людей подписались, новые. Я говорю, блин, пранк работает, все. А потом уже это уже как мем пошло, завирусилось. Ну вот это был осознанный хайп. Но это был хайп не только мой, ну мы подписчиками сами решили так пранкануть не моих подписчиков. Вот. Ну, я же говорю, мы друзья, я могу сказать, типа, ребят, а пойдемте кофе пить. И мы можем, типа, пойти, вот человек придет, там, 50-20, мы можем пойти кофе попить, погулять. Вот я говорю, типа, ребят, у нас премьера, приходите, типа, прикольно. И вот они вот приходят. Не сложно было во времена съемок вести блог? Да, ну... Кстати, нет, не сложно. Вот сложнее было все это держать в тайне.
Прям супер тайно все было. Мы откладывали телефон, нельзя было ничего снимать. Ну, можно было снимать для лишнего архива, да, для бэкстейджа профессионального. А вот именно выкладывать, рассказывать то, что вот я снимаюсь в фильме, нельзя было. А во время фильмов все равно же люди же видели, как мы снимали там. Мы снимали на улице, в торговом центре. Ну, мы закрывали торговый центр, конечно, но все равно люди видят и пишут, типа, что такое, что снимаете, что с тобой, что с тобой. Мы тебя видели в коляске, что с тобой? Я говорю, нет, ну, типа, тихо, типа, у нас тут секретный проект, тихо. Вот это вот самое было тяжелое. Я же люблю сразу делиться. Типа, я хотел сказать, когда нет, самое ужасное было, когда вот позвонил мой режиссер, сказал, утвердили тебя на фильм, у тебя вот все, вот только начинаем съемки, все, я вот так вот сижу и такой, нельзя, Вова, нельзя. Так хотелось поделиться именно с эмоциями, чтобы обрадовать тоже подписчиков, потому что это не только моя же заслуга, это все они, это все мои подписчики, мои друзья. Благодаря им я есть, благодаря им меня зовут на фильмах, меня узнают. Ну, это вот именно когда ты ценишь своих зрителей, и они будут ценить тебя. Вот, потому что и они же чувствуют мое отношение к ним, и я чувствую их отношение. Поэтому я же говорю, у меня очень много друзей. Вот. И все мои подписчики — это друзья, 100%. А мои подписчики, они, когда когда мы встречаемся на улице, они сразу типа «Привет, Вова!» Я говорю «Привет!» Мы можем там поболтать. Я говорю, А нет такого, что человека ты не знаешь и такой... нет, нет, вначале было страшно. Вначале было прям, я расскажу. Получается, я вел страницу, я вижу цифры, типа вот, ой, классно, 50 тысяч подписчиков у меня, прикольно, типа, это было какое-то плюшка просто. А потом пандемия закончилась, и я прилетел в Якутск. А я-то не привык к такому вниманию. А внимание было бешеное, потому что мы еще делали баттл с бурятами на странице, и ажиотаж был очень тоже большой. И я помню, как я прилетал, у меня было задание прилететь с деревни за сутки сюда, в Якутск. И получается, когда зашел в аэропорт, и на меня что-то смотрят и смотрят. Я такой, что на меня смотрят, что не так? А потом подходят и такие, типа, можно сфоткаться? Типа, я сразу такой скомкался, такой, типа, да, можно. Мне было очень как-то стрёмно, что ли. Я же не привык к такому вниманию тогда было. А потом я помню то, что я покупал, по-моему, что-то я покупал в магазине, это было. И приходит женщина и говорит, типа, хая, типа, чё, как дела? Я говорю, привет, типа, вспоминаю, кто это? Ким Ден, а вы кто? Типа, супер дружелюбно. Она говорит, да нет, типа, я подписчица, Индир. Я говорю, прикольно, типа, классно. Все, и тогда я уже потихоньку начал привыкать к этому. А вот еще бывало такое, то, что ко мне приходит, что, не узнал, типа? Я говорю, а я-то не знаю. А я же не могу сказать, я не знаю, это же не культурно. Я говорю, да, классно, типа, как дела? Она говорит, да, классно. А это кто? Я говорю, это Паша, мой директор. А у меня тогда был директор. Мой менеджер, ассистент, директор мой Паша. И говорю, это Пашка, мой директор. Он говорит, Ючи, звезда стал, типа, давай сфоткайся. Я говорю, классно, типа. Я говорю, прости, пожалуйста, я не помню, говорю, у меня дырявая голова, я не помню, кто это. Она говорит, да не помню, я подписчик, я тебе писал же. И говорит, типа такого, да. Такие вот моменты были. А еще были моменты, когда машина едет прям по дороге, и я помню, резко разворачивается и тормозит прям со свистом. А мы тогда еще были тоже с директором моим Пашей, мы идем, и он резко остановился, и выходит, и выбегает, и фоткается. И я тогда понял, походу что-то я натворил, походу, в сети. Но это все было за один день. Получается, я жил все это время без внимания, потом прилетаю в Якутск, и потом вот такой вот шквал, такое большое внимание. И в этот раз ты тоже прилетел. И как ощущение в этот раз? В этот раз то же самое, что и было тогда. Я несколько раз натыкалась на твои посты про родителей, что папа твой лучший друг, вот твои родители главные твои критики, и я знаю, что они приехали специально на премьеру. Мама приехала, потому что у моих родителей, у них ферма есть.
И они вдвоем следят за фермой, и никто не может вместе прилететь, потому что некому будет смотреть за скотом. И поэтому сейчас... в прошлый раз папа прилетал. Я говорю, папа, ты в прошлый раз прилетал, на этот раз пусть прилетает мама. Вот приехала, например, мама, и для меня это тоже большая гордость на самом деле. Мы с мамой последний раз были в Якутске вместе в 2004 году, когда мне было 4 годика. Вот. Это мой первый именно приезд в Якутск, именно когда я уехал со своего улуса. Обычно я не прилетал в Якутск. Мне тогда 4. Я вообще даже из деревни не выезжал. Тогда мне было 4 годика. Это был мой первый республиканский конкурс. И мы с мамой приехали. Вот. И спустя 19 лет мама приехала на мою премьеру. Фильм ей понравился? Конечно. Ну, когда она приехала, когда я начинаю говорить про маму, все, я плыву прям конкретно. Когда она приехала в Якутск, я тогда был в съемках постоянно, в интервью, а я этого и боялся, то, что вот я не успею с ней нормально увидеться. А я успел, я все грамотно все сделал. Я сажусь в машину, разговаривая по телефону, я же еще пиаром занимаюсь, а у нас тогда были проблемы какие-то там именно с билетами, что-то там не хватило, и мы договаривались про дополнительный сеанс. И я решаю вопросы, я приезжаю к маме, вижу, она выбирает себе куртку. Я ей сказал, она говорит, я приехала в пуховике, и, немножко жарко было. Я говорю, давай тогда тебе купим новый. Она говорит, да нет, я говорю, все, дал тете задание, они вместе пошли в магазин, искали, я приехал за ней. И я что-то бесконечно говорю по телефону. И я говорю, мама, привет, привет, целую. Я потом разговариваю, я говорю, выбирай, я сейчас приду. Разговариваю, и краем глаза вижу, как она стоит и смотрит на меня и улыбается. И вот тогда я тогда прочувствовал себя и самым счастливым, и самым ужасным ребенком на свете. Я такой, все, я выключил телефон и говорю, мама, так классно. Я говорю, потом мы сидели, и я понял то, что, последний раз мы были с тобой в 2004. Мама прилетала в Якутск в 2004 крайний раз. Потому что моя мама, она именно, у нее жертвенная любовь всегда к нам была. Она всегда вот последнее свое нам отдаст, прям конкретно. И она всегда мне говорила, вот, развивайся, езжай. Там, я помню, как они искали спонсоров, да, не могли многое себе позволить, на зарубежные гастроли. И, классно это было. Когда я помню разговор прям, я почему-то все помню нашу первую поездку. Фонтан же есть на Орджоникидзе. И мы там фоткали. Я помню, как мы ездили на автобусе. Я говорю, мама. А у меня тогда зубов не было. Я говорю, шампан. А я говорю, фонтан. Вот это вот все помню. Я помню, и мама вчера такая мне рассказывает, когда мы туда-сюда бегали, она говорит, а ты помнишь, как мы здесь ходили, по Якутску, показывать центральное? Я говорю, да, помню. Прикольно, да? Это же... Помнишь, мы с тобой ходили, ты ел мороженое, споткнулся и упал, а мне тут шрам. И я вспомнил, около центрального это было, и я вспомнил диалог, и спрашивал маму, мама, это что такое центральное там, этот? И она говорит, это кинотеатр. Я говорю, а что там фильм крутят, а там есть мультики? Она говорит, да, конечно, что-то мы разговаривали, и я помню, мама мне говорила, шутила тогда, вот, когда-нибудь ты тоже будешь играть в фильме. Я это вспомнил. И это такая магия, я не приду, честное слово, это правда. И спустя 19 лет она приезжает на премьеру фильма. Все. Да. Но просто я не знаю, как передать словами, как я их люблю, как я им благодарен. Это невозможно. Я иногда боюсь, как я их люблю. И, не знаю, я просто благодарен судьбе за то, что у меня такие классные родители. Всё.